Саламатсыздарбы? Менин атым Бурула Жусупбек. Мен азыркы учурда Германиянын Düsseldorf шаарында медицина факультетинин 2-курсунун студентимин. Бул жерде эки тилде алып барылат, кыргыз тилинде жана орус тилинде. Кыргыз тилинде мен алып барам, орус тилинде Гүлира Маткурбанова. Бүгүнкү конференцияга кош келипсиздер. Буюрса, башлай берсек болот. Гулира, микрофон. Так, здравствуйте, меня зовут Гулира Маткурбанова, я студентка 5-го курса Кыргызской государственной медицинской академии, и сегодня у нас консилиум с врачами из Германии. Разрешите мне их представить. Гульсина Мурзабекова, это у нас врач-гематолог-онколог из города Зиген, Германия. Гульсинаджи? И у нас еще врач, есть еще один, Мейкингуль Алымбаева, это врач-терапевт из города Герлен, Германия. Мейкингуль. Эти врачи с нами работали летом. Мы совместно с этими врачами и волонтерами давали онлайн-консультацию населению Кыргызстана. Урматтуу Гүлсинаджи жана Мейкингуль эже, өзүңүздөрдү таанышып кетсеңиздер. Мейкингуль эже. Можете включить микрофон? Сейчас все включила, всем слышно. Саламатсыздарбы, мен атым Мейкингуль Алымбаева, мен ушу Германияда өзүм врач-терапевт болуп иштейм. Ошону айтайын деп элем. Может, тогда Гульсина, да, скажет? Коротко, да? Меня зовут Гульсина Мурзабекова. Здравствуйте. Саламатсыздарбы. Я тоже врач-терапевт, так сказать. Ну, гематолог, онколог, это просто как бы это к этому, да, все. Я, наверное, слово возьму, да, на себя. Можно, да? У меня есть пару вопросов. Я хотела спросить, кто еще здесь из присутствующих активно консультирующий врач? Вот я вижу Назгуль Умуракунова, да, по-моему, Назгуль эже, вы тоже, по-моему, активно консультировали, да, у нас? Назгуль эже? Микрофон надо. Да. Руку подняли, значит, да, да? И Кубаныч тоже, да, по-моему? Я врач-инфекционист Айнура Джангазиева, Айнура Асанкалиевна, медицинская академия, Кыргызская государственная медицинская академия, активно работала и активно консультирую, продолжаю сейчас консультировать. А вы у нас в системе тоже, да, консультировали, Айнура? В вашей системе я не консультировала. Хорошо, приятно познакомиться. А еще кто у нас тут из врачей? Я просто для общего хотела узнать, вот кто именно у нас студент, кто у нас врачи активные сейчас, которые консультируют. Давайте я коротко о правилах, наверное, скажу. У вас в левом углу у всех есть такой нарисованный микрофон, и тот, кто хочет говорить, он должен на микрофон нажать. Тогда вы включаетесь и можете разговаривать. Тогда вас все слышать будут. Может быть, многие не знают правила? Администратор? Ребята? У всех выключенные, да. Вот я и говорю, может, кто-то не умеет пользоваться, не могут ответить. Хорошо. Я так думаю. Можно писать, может быть. Или писать, да, или вот есть здесь чат, можно тоже писать, если кто не может. Если кто не может ответить, то можно и в чат, вот здесь общий чат есть внизу нарисованный, там можно писать. В общем,
хочу коротко сказать, мы с июля, те врачи, которые, ну, участники данного митинга, которые нас еще не знают, я хочу сказать, мы с июля месяца начали консультировать больных в Кыргызстане, онлайн-консультации проводим. У нас есть в группе волонтеры, есть врачи и есть IT-специалисты. Задача нашей программы в том, чтобы помочь нашим... Мекин, пропала ты. Убрала. Микрофон. Вот, теперь я... Меня слышали, да, сейчас, что я говорила или нет? С какого момента мне начать? Последнее, то, что мы там начали, и дальше мы тебя не услышали. Да, то есть, получается, мы консультируем больных в основном с легкой и средней тяжести и постковидных больных, да, если у кого есть какие-то вопросы по поводу постковидных симптомов. Вот. Я написала один алгоритм мы выслали всем участникам, надеюсь, всем участникам конференции алгоритм действия, да, и я надеюсь, вы получили этот алгоритм и прочитали его. Это короткое описание, как нам вообще можно больных, как бы рассортировку больных вести, да, то есть мы решили так, что волонтеры, которые являются у нас медсестры и студенты, да, есть врачи-ординаторы, есть, которые у нас волонтерами в этой программе служат, они могут, в принципе, вести больных с легкой степенью COVID. В этом алгоритме там написано, что относится к легкой степени COVID и каких больных они, в принципе, могут сами консультировать, да, и в зависимости уже от степени тяжести больного, уже перевод или больного ведет или волонтер, или ведет врач. Вот, то, что я хотела сказать. У кого есть какие вопросы, если вы вообще прочитали этот алгоритм? Можете свои вопросы задавать в чате, если вы не хотите разговаривать, или же можете включить микрофон и видео совместно. Микрофонду мен азыр күйгүзө албай жатам, ошондуктан микрофонду күйгүзө алып сүйлөсөңүз бир аябай жакшы болот эле. Аябай көбүнчө азыр өчүп турат. Биз өчүрө алат экенбиз, бирок күйгүзө албайт экенбиз да микрофонду. На третьем этаже нельзя открыть нулевую? Сейчас, короче, два мужских места только. Одно Тучубаева, Нурджан, дедушка, Нурджан. этот Иванович Мить. Не получается. Айзадыча баарын эле микрофонду күйгүзө албай жатасыз. Жок, эч кимдикин күйгүзө албайт экен. Мен баарын өчүрө алат экем, бирок эч кимдикин күйгүзө албайт экен. Бирок онлайн митингде негизи эле ушундай суроо барбы десе, суроосу жок болсо, обычно ушундай тишина болот. Нормальный нерсе, анткени пока катышуучу микрофонун таап включить этип анан сүйлөгүчүктү убакыт өтөт. Эгер жок болсо, анда чатка жазалы же аягында берели. Мүмкүн ага чейинки айтчу, азыр башка мүмкүн башка нерселер бар, ошону сүйлөшө береличи. Айзада, по поводу алгоритма действия, я его выставляла в нашу WhatsApp-группу. Я не знаю, там дальше IT-специалисты должны были разослать остальным всем участникам. IT-специалисты отправили. Болот вроде бы этим занимался, да. Ну хорошо, давайте так. В общем, этот алгоритм, он просто это краткое описание, да, я его составила на основе нашего алгоритма действия в Германии. Я хочу, просто я сама консультировала больных и хочу на нескольких пунктах остановиться. Может, для кого-то это будет полезная информация, особенно для наших ординаторов, да. COVID, вообще инфекция COVID, это такое, имеет свое специфическое, как бы,
Уже русский, извиняюсь, русский, киргизский забываю. В общем, больные COVID, они особенные, да, и я хочу отметить, что там есть 3 фазы заболевания. Это начальная фаза, да, когда идет формирование антител, потом через где-то 7 дней наступает вторая фаза, когда идет иммунный ответ, да, вот это вот цитокиновый штурм, да, называется, и третья фаза, когда это уже постковидная, это стадия выздоровления. Вот, что я хочу отметить, что я заметила, что при COVID наши врачи, они с первых же дней температуры начинают назначать антибиотики. Это неправильная тактика ведения, поэтому я хочу именно на этом как бы акцент сделать. Когда к вам обращается больной, который вам сообщает, что у него температура, что он начал сегодня температурить, со вчерашнего дня температура, то есть температура, неважно, субфебрильная, фибрильная, да, до 39 градусов, но она держится 2 дня, 1-2 дня, итики, пожалуйста, не назначайте с первых же дней, потому что вы уже подавляете свою микрофлору больного, и в итоге это приведет к тому, что у него вторичная инфекция быстрее возникнет. Поэтому при COVID вообще тактика ведения основана на том, чтобы ждать. То есть надо постоянно ждать, иметь терпение и ждать. И больному тоже успокаивать больного, потому что это тоже психически очень тяжелое заболевание, я считаю. Надо успокоить больного и сказать: успокойтесь и ждите, пока будет ухудшение. Если в течение 7-10 дней у вас не будет ухудшения, то вам повезло, вы перенесли эту болезнь в легкой степени. Да? То есть к вам обращается больной, который температурит 1-2 дня. В чем заключается ваша консультация? В первую очередь, очень важная вещь – это карантин. Самоизоляция, да, то есть обязательно вы должны проконсультировать больного, сказать ему, что он должен себя самоизолировать. Если у него есть другие члены семьи, желательно, да, в отдельной комнате и, ну, необходимые методы гигиены, да, соблюдать. Вот, и ни в коем случае, пожалуйста, не выходите на работу, да, потому что многие больные, они продолжают ходить на работу, несмотря на то, что они болеют. Даже если это подозрение, в любом случае нельзя выходить из дома, пока полностью не пройдет вся симптоматика. Второе. Вы советуете вести дневник. То есть с первых дней надо вести дневник. Это очень важная вещь, потому что, как я сказала, COVID он имеет 3 стадии, да, и важно не пропустить эти стадии. Что включает в себя в дневник? Дневник включает в себя, надо обязательно каждый день, максимально, конечно, 3 раза в день температуру тела измерять, измерять частоту дыхания, да, частоту и дыхание можете тоже порекомендовать больному положить руку на грудь и просто в покое посчитать, сколько раз в 1 минуту человек вдох сделал. И по желанию, если есть пульсоксиметр уже дома, сейчас, наверное, у многих уже есть пульсоксиметр, то, конечно, было бы хорошо, если бы они записывали сатурацию кислорода. Да, и обязательно жалобы было бы хорошо тоже. Ну, жалобы многие больные, они отказываются писать просто. Вот, как бы вот эти вот вещи. Было бы хорошо еще, если у них есть аппарат, измеряющий давление, если бы они измеряли себе давление и ЧСС, да. То есть вот это вы все, это вот основные правила. Это гигиена, изоляция, о самоизоляции говорить, о гигиене и о ведении дневника, да. Вот, и предупреждайте больного, вы должны будете ждать до 7 дней, то есть до 1 недели. Если в течение 1 недели вам хуже не стало, то считайте, что вы перенесли COVID в легкой степени. Если температура сохраняется больше 3 дней, то тогда уже или вы можете посоветовать повторную консультацию у нас, или можете посоветовать больному обратиться к врачу, уже по месту жительства обратиться к врачу, да. Тогда уже назначение будет делать врач, так как там уже надо будет и антибиотики назначать, и легкое послушать, да. Сатурацию обязательно надо будет измерить, да. В общем, даете ему выбор,
обращайтесь или к нам, или к врачу по месту жительства. При начальной фазе заболевания по поводу лабораторных методов обследования, вот у меня тоже вопросы были. Лабораторные методы обследования в принципе не обязательные. Единственное, если больной, который находится в группе риска, да, группа риска относится у нас, это пожилые люди, я считаю, от 50 лет, мужского пола, адипозитас, да, курильщики и сопутствующие заболевания. К сопутствующим заболеваниям, ну, к факторам риска это относится сахарный диабет, артериальное давление, сердечные заболевания, ну и, естественно, заболевания, которые приводят к снижению иммунитета, да, это хронические заболевания всякие. Вот, у таких больных, конечно, лучше всего с самого начала посоветовать больному сдать анализы крови. Что входит в анализы крови? Если больной с риском заболеваний, то есть, да, с сопутствующим заболеванием, то лучше всего общий анализ крови сделать развернутый, функции почек, функции печени обязательно, да. Вот мы советуем еще D-димер сделать. D-димер, он указывает вообще на наличие тромбозов в организме, да. Вот, и прокальцитонин, ЦРП, C-реактивный белок или соя, да, то есть повышение этих двух показателей, он указывает на наличие бактериальной инфекции. Естественно, COVID – это вирусная инфекция. Так, это я, наверное, вам потом расскажу про особенности именно лабораторной диагностики. Вот, это вот начальная стадия, это вот больной, который болеет в первые 3 до 5 дней, да, у которого температура. Если при этом у больного нету одышки, то, в принципе, там тактика ведения только симптоматическая. Не надо ничего ему советовать. Там многие врачи сразу дают аспирин, вот этот вот кардиомагнил, пирашпирон, да. Это все неправильно. Витамины, да, вот. По поводу витаминов я хочу сказать, сейчас осень, с таким же успехом вместо витамина С вы можете посоветовать больному есть яблоки, лук, чеснок, да, это все орехи, все продукты, содержащие в большом количестве витамины, да. По поводу витамина D, витамин D, он вообще предназначен всем пожилым людям от 60 лет, так как у них идет уже остеопороз, то можно всем подряд давать витамин D пожилым людям, да, молодым людям витамин D я не советую, потому что в Кыргызстане очень много солнца, в принципе, в большом количестве. Вот. Если вам обращается больной, который уже температурирует более 3-5 дней, то в этом случае вы уже можете советовать антибиотики. Что я хочу сказать по поводу антибиотиков? Ты можешь насчет температуры там сказать, потому что у нас там 37 уже считается, что это такая высокая температура. Вот, может, ты скажешь насчет того, с какого этого считать, что это температура действительно? Температура, ну, температура вообще делится на субфебрильную, фебрильную и гектическую, да, температуру. То есть температура до 38,5 это считается субфебрильная температура, которую, в принципе, не нужно снижать. Да? Это обычная реакция организма на любую инфекцию, да, вирусную или бактериальную. То есть в этом случае не стоит снижать температуру, потому что вы тогда сам иммунный ответ, снижаете иммунный ответ организма. Если температура тела от 38,5 и выше, да, то есть фебрильная и идет уже 40 гектическая температура, то, естественно, там можно снижать, да. Препарат, какой препарат предпочтительный, это, конечно, парацетамол, 1-2 таблетки, да, 500 миллиграмм до 1 грамма, да, можно за один раз принять, да. По поводу литической смеси, вот у нас в Кыргызстане очень любят эту литическую смесь, ну, ее
я не знаю, я не советую, если честно, литическую смесь, только если действительно там температура выше 40. Алло? То да, то можно, конечно, и литическую смесь сделать. И плюс можно прокапать больному тот же самый физраствор, да, на высоте температуры, чтобы облегчить его состояние. Вот. Это вот по поводу температуры. Как вы можете ориентироваться о тяжести состояния больного? Ориентир тут идет по сатурации кислорода вообще-то. Вот я в алгоритме там написала степени тяжести кислородного голодания, да, гипоксемии, то есть там три степени тяжести. В каком случае можно больного еще ввести в домашних условиях, да, то есть если больного начальная сатурация не ниже 90%, то в принципе этого больного при отсутствии места в стационаре можно ввести в домашних условиях. Все, что ниже 90%, надо госпитализировать. Бывают случаи, когда звонят больные, да, и говорят, у нас сатурация там 86%, да, там 70%. 70% это уже госпитализация в реанимацию. Поэтому, пожалуйста, очень осторожно быть с такими больными и сразу говорить, мы не сможем вам помочь, вам нужно срочно госпитализироваться. То есть в этом случае вы берете уже ответственность на себя. Этот больной очень тяжелый, он может умереть. Проблема в том, что при ковидной гипоксии, она такая, так называемая тихая гипоксия, это когда больной, он сам не чувствует, что у него недостаток кислорода идет, да, но когда вы ставите ему пульсоксиметр, измеряете ему сатурацию, то она у него очень низкая, и это очень опасно. Вот. По поводу пульсоксиметрии я хочу еще сказать, я тоже заметила, так как сейчас очень небольшой недостаток пульсоксиметров был, люди начали покупать китайские, да. Китайские, они иногда, я заметила, они дают неправильные показатели кислорода. Как это можно проверить? Просто сделать измерение у больного человека и у здоровых людей, да, и сравнить. Если у здорового тоже будет низкая сатурация, то значит показатель неправильный. Еще какие факторы могут влиять на пульсоксиметрию, да? Это если у женщин, например, у них там покрашенные ногти, то тогда датчик, он показывает низкие содержания, да, то есть датчик, он просто не работает. Вот. Потом у больных, у которых конечности холодные, тогда там тоже там кровоснабжение ухудшенное и тоже показывает намного низкие результаты сатурации. То есть вот такие вещи, пожалуйста, тоже имейте в виду. У больных, у которых, например, у схобл, да, у них утолщенные ногтевое ложе, у них тоже могут быть сатурация, неправильно показывает сатурация. Есть вопросы? Можно я просто здесь добавлю, что у некоторых в панике они начинают измерять каждые 5 минут, да, и там показывают то 90, то 75, то 80, то еще. Вы успокоите больного, пожалуйста, и скажите, чтобы он нормально надел этот пульсоксиметр на палец, потому что бывает что просто ошибочное, да, это самое измерение. Я помню, мы с Гулирой, у нас был один молодой парень, он там вообще, у него там прыгало с 75 на 95, и мы не понимали, то ли это у него паника была, то ли это он неправильно нацепил этот оксиметр, да? Извини, Бекин, я просто... Не-не-не, все в порядке. Да, просто когда ты что-то говоришь, чтобы, ну, вместе, потом он забудется, и мы с тобой не догоним друг друга. Нет, все нормально. Я бы хотела, чтобы у нас фидбэк был, да, вот было бы приятно, если бы кто-то там, у кого-то вопросы возникнут, я просто жду. Может, все-таки кто-то вопросы задавать будет. Можете перебить, спросить, потому что некоторые моменты же для кого-то не ясно. Мне очень что мешало, что
не все болезни, не все это самое рассматривалось, особенно вот когда антибиотики уже хотели назначить, допустим, не обращали внимания на почки, да, на функцию почек, креатинин, там вот такие вот дела. Вот почему-то вот у нас вот это вот не знают, что антибиотик нужно дозировать, да, если там есть ХПН, там надо уже снижать дозировку некоторых этих антибиотиков. К сожалению, к нам обращались пациенты уже перелеченные, у которых уже 3-4 группы из разных групп антибиотиков полученных. Ну, надеюсь, в этот раз будет как-то это самое по-другому. Я вот по поводу антибиотиков хочу добавить антибиотики. В Кыргызстане почему-то взяли в правило назначать азитромицин как антибиотик первого места, да, как бы. Я считаю, что это неправильно. Ведение больного с COVID-пневмонией, оно идет так же, как и ведение больного с пневмонией, с обычной пневмонией, да, лет сколько уже, 10, по-моему, тому назад наш профессор Бремкулов, он алгоритм ведения больного пневмонии, он, в принципе, создал. Вы этот алгоритм можете, по-моему, скачать везде, да, как бы. То есть там антибиотикотерапия начинается с амоксициллина, да, оральная терапия, амоксициллин при легкой степени при догоспитальной пневмонии, да, дается. Вот почему, потому что азитромицин, у него очень много побочек, и поэтому вообще в Германии, например, азитромицин, он очень редко его назначает, да, именно из-за побочных эффектов. Мы в основном начинаем с препаратов пенициллинового ряда. Если эти препараты не действуют, то есть это амоксициллин, ампициллин, да, можно амоксиклав взять, да, там при более там тяжелой степени, да. И если эти препараты, если этот ряд уже не помогает, то вы можете или больного перевести на макролиды, причем макролиды любые, не только азитромицин. Вот, или вторхинолоны, да, но вторхинолоны желательно, конечно, это именно вторхинолон, который действует на пульмологические заболевания, да, скажем так, это левофлоксацин, моксифлоксацин. Почему ципрофлоксацин нежелательно использовать? Потому что у него также очень много побочных эффектов, особенно у пожилых больных. Вот. В Кыргызстане начинается с цефтриаксона. Вот. Цефтриаксон, у него тоже очень много побочных эффектов. Пожалуйста, почитайте, узнайте именно эти побочные эффекты. Особенно у пожилых людей цефтриаксон нежелателен. Да? То есть начинайте всегда антибиотикотерапию с амоксициллином, так как COVID – это так и так вирусная инфекция. И в любом случае антибиотики вам не помогут. Они вам помогут только когда идет присоединение вторичной инфекции. Поэтому лучше начните более простых и широкого действия и начиная с легкого антибиотика на более широкого спектра действия и более тяжелого антибиотика, да, с побочными эффектами. Вот. Я прошу прощения, можно я пару слов скажу тоже? Из 4-й версии клинического протокола нашего кыргызского, значит, левофлоксацин вообще отменили, не рекомендуют его вводить, ввиду того, что левофлоксацин в Кыргызстане назначается пациентам с мультирезистентными формами туберкулеза, поэтому использование левофлоксацина в Кыргызстане тоже запретили. Имейте в виду тоже, доктора. Хорошо? Хорошо. Ну, поэтому я и советую с самого начала начинать с пенициллинового ряда, да? То есть тогда у нас есть резервные антибиотики, которые можно уже использовать уже более тяжелых степенях тяжести, да, то есть на госпитальном уровне. Да, это мой посыл ясен. Да, это уже когда совсем ничего не помогает, уже осложнения пошли дальше больше, вот тогда уже берется вот этот левофлоксацин, да? С него, конечно, нельзя начинать.
Просто мы просто заметили, да, ну, я думаю, Гульсина тоже согласится, что в Кыргызстане антибиотики начинаются. Первый это идет азитромицин, второй идет цефтриаксон плюс левофлоксацин, да, потом почему-то его меняют на ципрофлоксацин, потом идет уже имипенем, по-моему, как последний идет, да, то есть Да, последнее там уже многие антибиотики. Да, потом особенности ведения вот при антибиотикотерапии, что я хотела отметить. При COVID, при антибиотикотерапии при COVID, там, если при обычной, скажем так, инфекции, после первых дней назначения антибиотиков, там тенденция к тому, что температура, она снижается на 3-й день, да, то есть это критерий действия антибиотика, это снижение температуры максимально на 3-й день, да, то есть после первой подачи, первой дозы антибиотика, там уже бактерии должны на 90% уже должны быть как бы побеждены, да, скажем так. Вот, при COVID заболевании, к сожалению, температура держится где-то 5-7 дней под антибиотиками, да. Я не советую сразу менять, на 3-й день менять антибиотик или на 5-й день менять антибиотик. Здесь тоже выжидательная тактика должна быть. То есть если больному клинически не хуже, но у него держится температура, при этом у него сатурация хорошая, нету отдышки, я советую продолжить хотя бы до 7 дней ту же схему антибиотика, да, например, то, что вы начали с цефтриаксон, да, давайте дальше. Если после 7-го дня больному не лучше становится, тут присоединяется одышка, то есть идет клиническое ухудшение состояния, то, естественно, антибиотик нужно лучше поменять. Но перед тем, как поменять антибиотик, Максим, было бы хорошо, если бы лабораторные методы обследования бы прошли, то есть анализ крови хотя бы сделать, да. Вот, это вот по поводу антибиотиков. Здесь может еще нужно учитывать у иммуносупрессивных, да, пациентов, а таких у нас много было, допустим, онкологические, те же диабетики, вот это вот то, что у них много других заболеваний, у них тоже сразу же вот это улучшение не будет. Там нужно чуть-чуть подождать, потому что у них долго вот эта вот реакция иммунной системы. Вот у наших пациентов, у онкологических, приходится до 10-14 дней продлевать тот же антибиотик, да. Поэтому надо учитывать как бы в принципе общее состояние и сопутствующие заболевания тоже, да? Прошу прощения. Тут у нас я нашла один анализ, где цефтриаксон вместе с азитромицином назначается. Может, я зачитаю этот анализ, и вы как-то будете обсуждать препараты дозировки? То есть тут маме 69 лет, делали КТ, поставили двустороннюю пневмонию, поражение легких на 40%, из сопутствующих заболеваний КБС, нестабильная стенокардия, гипертоническая болезнь очень высокого риска, мерцательная аритмия, варикозное расширение вен нижних конечностей, слоноватость 4-й степени. 4 дня тому назад температура была 38,5, парацетамолом не сбивался. Начали внутривенно капать цефтриаксон 2 грамма, азитромицин 500 миллиграммов, гепарин 5000 единиц 2 раза в день. И из своих сердечных препаратов принимает лариста, бисопролол, дикоксин, вместо варфарин. Так, вот, еще этот тригрим. Вот. На данный момент сатурация держится в районе 93-95. Температура периодически поднимается до 38,2. Это 23, АД 110/65, ЧСС 92. Сейчас жалобы на сильную слабость, потливость, отсутствие аппетита, сильную тошноту со вчерашнего дня,
начали давать левофлоксацин по 500 миллиграммов один раз в день, 0 база, 20 миллиграммов по утрам, и церукал таблетки после этого, тошнота чуть-чуть проходит. Все. Это анамнез одного человека. Мы давали консультацию летом. Средней тяжести написано. Вот тут просто сочетание многих антибиотиков идет, поэтому вы же как раз сейчас про антибиотики рассказывали. Ну вот пример как бы. Какие бы вы тут коррекции ввели бы в лечении? Ну, там идет сердечная патология, да, там, в принципе, там надо тоже учитывать то, что сердечная патология. По поводу антибиотикотерапии, как я уже раньше сказала, в принципе, надо было начинать с пенициллинового ряда, и можно было бы добавить при подозрении на атипичное течение азитромицин можно или любой другой макролид, да, добавить. Цефтриаксон с азитромицином, его тоже комбинируют, но вот, насколько я знаю, его комбинируют редко, потому что там спектр действия, в принципе, одинаковый идет. Тут еще есть левофлоксацин. Ну, это вообще не нужно. То есть вторхинолоны и макролиды, их не комбинируют никогда, их вместе не дают. Или один, или другой препарат берут. Спасибо. Я только прослушала, там что, антикоагулянты тоже добавили, да? Так, тут есть варфарин, левофлоксацин. Ну, варфарин это у него свой, наверное, за счет мерцательной аритмии. Да. Так, еще есть цефтриаксон, гепарин есть, еще. Так, тригрим. Получается, гепарин они добавили сверху варфарина, да? Да, тригрим, бисопролол, лариста, это, по-моему, да? Ларотадин, наверное. Да, азитромицин дали, цефтриаксон дали 2 раза в день, и гепарин дали. Еще И все в одно и то же время, да? Да, и там левофлоксацин есть. Ну, это случай, ну вот там, где вот эти мерцательные аритмии, да, и вот такие вот аритмии, в принципе, у нас же как бы ковидных сейчас вот у нас же там добавляются эти антикоагулянты, там надо тоже учитывать, да, что исходно у него там варфарин был, да, чтобы вот эту дозировку тоже не переборщить. Получается и варфарин сверху, и плюс еще антикоагулянт. Еще интересно, в какой дозировке. Если это в терапевтической дозировке 2 раза в день, то надо молить Бога, чтобы он от кровотечения не умер. Поэтому надо осторожнее с этим антикоагулянтом. Либо это, либо то, да? Вот это вот 2 раза в день. Давайте по поводу антибиотиков, да? Вот в этом случае, по поводу антибиотика, как вы видите, тут препараты 3 различных антибиотика, которые, ну, too much, да, скажем так, это слишком много, да, то есть что макролиды, что вторхинолоны, они действуют на атипичную микрофлору, скажем так, да, грамнегативные. Да, грамнегативные бактерии. То есть в этом случае надо было или взять макролид, или взять вторхинолон, да. Причем я вот это вот наблюдаю очень часто, когда оба антибиотика берут, да, и вторхинолон, и макролид, да, они не комбинируются, эти 2 препарата. Берут или один, или другой, да. Потом я замечаю, как начинают с ципрофлоксацина, например, потом переходят на левофлоксацин, да, или на моксифлоксацин. Если один антибиотик этой группы не действует, зачем тогда брать другой антибиотик, да, то есть толку от этого никакого не будет, да. Вот, то есть надо уже переходить на другую группу антибиотиков. И как я уже раньше сказала, что тут надо, насчет антибиотиков, там надо чуть-чуть выжидательную позицию брать, да. Вот. Потом,
еще были такие случаи, когда больной был пролечен антибиотиком, у него температура у него нормализовалась, да, в принципе, там остались остаточные явления в виде дыхательной недостаточности. Врач отправляет больного на повторный рентген, на рентгене он видит дальше же инфильтраты, и он назначает дополнительно еще антибиотик, да, то есть повторная антибиотикотерапия, только на основании того, что на рентгене врач увидел инфильтраты, да. Это неправильная тактика ведения. Инфильтраты после ковидной пневмонии, они сохраняются намного дольше. Даже инфильтраты, они сохраняются после любой пневмонии дольше, да. Пожалуйста, всегда ориентируйтесь на клинике больного. Если нету никакой клиники, но при этом есть на рентгене какие-то изменения, то там ничего не надо сделать. Единственное, что вы можете посоветовать, рентген-контроль после 3 месяцев, и то не обязательно. И по поводу Есть вопросы по поводу антибиотиков? Нету, да, наверное? Кечиресиз, укпай калдым. Кайрадан айтсаңыз, катуураак. Как правильно ухаживать за больными, то есть именно ковид? Как правильно ухаживать? Да, уход за больными в домашнем условии. В домашних условиях имеется в виду. Угу. Гульсина, вы или я? Ну, уже, да ладно, говори. Хорошо. В общем, по поводу ухода за больными, как я уже раньше сказала, да, в первую очередь изоляция больного. То есть особенности, если заболел молодой человек, а в семье есть пожилые люди, надо этого человека изолировать от этих пожилых людей, да, то есть отдельная комната должна быть, он должен отдельно кушать, да, при походе в туалет, да, после похода в туалет обязательно брать свое полотенце, да, вытирать руки и желательно после себя все везде обрабатывать, да, там есть специальные, в Кыргызстане тоже есть эти одноразовые салфетки, да, дезинфицирующие, то есть все поверхности надо после использования надо будет обрабатывать, да. Как ухаживать за больным? Если у вас больной ходячий, то, в принципе, там никакого особенного ухода нету, да. Если у вас больной лежачий, тяжелый больной, во-первых, тут назначена антикоагуляционная терапия, да, антикоагуляция при лежачем больном, любому больному лежачему нужна антикоагуляция, да. Сейчас уже доступно в Кыргызстане Клексан. Клексан можно давать в профилактической дозе, то есть это уже профилактика тромбоэмболии идет. 0,4 или 4000 единиц один раз в день, да, делает. Вот, если больной у вас молодой, ходячий больной, у которого просто температура, скажем, там головные боли, да, легкая степень тяжести, тут вообще не надо никакую антикоагуляцию давать, тем более не надо давать ни кардиомагнил, ни аспирин, да. Я хочу вот сказать по поводу кардиомагнила и вот аспирина, АСС, да, скажем так, 100 миллиграммов. Я прочитала рекомендации не только наши немецкие, но и американские, там нигде не написано, что где-то рекомендуют этот препарат вообще, да, при COVID. Я не знаю, почему в Кыргызстане, но его назначают всем подряд, да, даже при небольшой температуре его сразу дают молодым людям кардиомагнил. Это не нужно делать. Кардиомагнил я бы рекомендовала больным, у которых, во-первых, есть сердечные уже сопутствующие сердечные заболевания, да, и в более пожилом возрасте, то есть от 60 лет, то там можно уже давать кардиомагнил или АСС, да, но при этом, пожалуйста, давайте еще ингибитор протонового пумпа, да, это вот амипрозол, фамотидин есть в Кыргызстане, да, пантопразол, для профилактики там осложнений со стороны желудочной. Прошу прощения, можно я опять немножко, я не знаю, врачи из Кыргызстана, вы вообще последнюю 4-ю версию клинического протокола видели, нет, смотрели же уже, да?
Из последней версии клинического протокола дезагреганты тоже убрали. Их Убрали, там да? нету, антикоагулянты, да, убрали. Их оставили только антикоагулянты. А дезагреганты, такие как кардиомагнил, тромбопол, тромбаз, все убрали. Ну, вы знаете, Айнура, я вот буквально на этой неделе консультировала больного с периферии. Там врачи назначили. Поэтому... У нас на периферии врачи не это могут назначить. Они могут много чего назначить. Поэтому это не говорит о том, что клинический протокол, это просто говорит о том, что они не читали этот клинический протокол, Ну, наверное. последнюю версию. Я, к сожалению, последнюю версию не нашла. И если Я честно могу ее сказать, выслать. если честно Да, сказать, с я бы удовольствием. да, и я извиняюсь, но вот этот аспирин и вот это, ну, вот это, все эти антиагреганты, в принципе, я бы все равно дала бы, если это вот как Мейкин сказала, пациент, это, да, уже старший, там, пожилой пациент, да, вот я тоже русский стала забывать, и если есть там какие-то... Это сердечным проблемам, да, эти препараты, кардиологические дела. Да. Я бы все равно назначила, несмотря на протокол, честно сказать. Да, и обязательно те, кто послеинсультные больные, им тоже, да, АСС в любом случае надо назначать, да. Вот, только, пожалуйста, были случаи, что вот считали, что кардиомагнил это совсем другое, там, да, аспирин это другое, и они назначали там оба препарата. Поэтому наши волонтеры, как бы, тоже молодцы, должны посмотреть все эти медикаменты, что есть, что нет. В общем, у нас были случаи, что параллельно 2 препарата принимали, да? Совпадает, да. У меня вопрос, можно? Какое отношение, вот как в Германии обстоит дело с гормональными препаратами, с гормонами, с дексаметазоном? Вообще в ваших клинических протоколах они прописаны, в какой дозировке и, значит, когда есть показания для назначения дексаметазона? Гульсина, вы или я? Мне Кингуль больше занималась с ковидными пациентами. Я могу только сказать, что дексаметазон, он же на иммунную систему тоже подавляет. Поэтому как бы мы не начинаем здесь с дексаметазона. Я знаю, что здесь волна пошла у нас в Кыргызстане. Я помню эту химическую смесь, так она называется, от которой у нас у всех волосы дыбом стояли. Поэтому я не советую дексаметазон, конечно же. И это при том, что, опять же, надо все учитывать, да, вот, они там вливали всем подряд, и молодым, и старикам. Насколько я знаю, у нас здесь такого не было. В общем, следующее. Я обновила вчера, прочитала новые алгоритмы, да, это свежий алгоритм, у нас буквально на днях вышел новый алгоритм. Там написано, что дексаметазон в тяжелых случаях, да, когда больной уже с выраженной гипоксией идет, естественно, это идет на госпитальном уровне, и в реанимации, нет, вот, сейчас скажу. Пациент с тяжелой степенью гипоксии на госпитальном уровне, ему разрешается, то есть даже есть данные на то, что там смертность меньше, если давать дексаметазон 6 миллиграммов максимально 10 дней. Выраженная одышка, тяжелая гипоксия, В нашем протоколе 5-10 дней. Так. Плюс, не плюс, альтернатива может быть гидрокортизон, 50 миллиграммов, 3 раза в день, также максимально 10 дней. Это ты имеешь в виду совсем тяжелая форма, да? Да, тяжелая форма, но там, но, хочу еще добавить, там написано, что больной, находящийся в реанимации на аппарате ИВЛ, дексаметазон там большую роль не сыграл, то есть там смертность, как бы, да, различия в смертности не было при использовании дексаметазона, да, а вот именно те, которые в реанимации, но не на ИВЛ, да, то им можно, в принципе, дексаметазон можно давать, вот. Есть отдельные рекомендации для беременных больных. Для беременных там
преднизолон 40 миллиграмм, орально, да? Айнура, вы меня слышите, да? Да-да-да, я слушаю. Хорошо. Или гидрокортизон 80 миллиграмм, внутривенно струйно, тоже максимально 10 дней. Это вот что касается беременных. Спасибо. Мгм. Спасибо. У нас, в принципе, в 4-й версии клинического протокола тоже 6 миллиграмм дексаметазона при развитии цитокинового шторма посчитали, что Да. дешевле, чем препараты тоцилизумаб, актемра, да, вот чем эти препараты, которые дорогие по стоимости и недоступные для наших граждан. Дексаметазон он гораздо будет и дешевле, и эффективнее, Да. вот только при тяжелых формах. Да, но и вот только когда начинается цитокиновый шторм, то в этих случаях, да? По поводу Актемры я хочу еще сказать, что клинические вот эти вот исследования, да, показали, что Актемра, в принципе, там от нее, там под вопросом стоит, что вообще от нее идет улучшение или нет, да, там результаты дают так, что смертность такая же, как и без назначения Актемры тяжелым больным, да. Насколько я знаю, этот препарат, там одна ампула стоит 1000 евро, да, или $1000. В принципе, довольно дорогой это вот препарат. просто я к чему про него сказала. В некоторых российских протоколах они и есть, эти препараты, тоцилизумаб, актемра, и некоторые в России оказывается вообще несколько версий, там каждый институт свой клинический протокол разрабатывает, и поэтому вот, там они используют эти препараты, и действительно эффективности никакой нету, потому что актемру первоначально изобрели для лечения лихорадки Эбола, да, геморрагической лихорадки Эбола, при которой даже при ней он эффективности не показал. Просто, ну, вот наши граждане в первую волну, они, естественно, тоже также стали поиском информационным заниматься, и вот где-то вычитали, что вот в России применяют, и наши тоже просили, многие пациенты наши хотели, чтобы их лечили этим препаратом, и даже готовы были купить, несмотря на дороговизну. Вот, и я просто хочу для вот молодых докторов, для волонтеров сказать, что действительно по значит, клиническим доказательным исследованиям эффективности от этого препарата не было на самом деле. То есть мы не рекомендуем, да. Я вот хотела по поводу другого препарата сказать. Ремдесивир, он в Кыргызстане есть уже или нету его? Я только хотела спросить тоже. Ремдесивир, компания Хетера, по-моему, у нас же есть представительство компании Хетера, это индийская компания фармакологическая, которая, по-моему, ремдесивир поставляет. У нас, по-моему, где-то вот, наверное, есть возможность такая приобретения этого ремдесивира, но тоже эффективности, доказанной эффективности от этого препарата, по-моему, тоже нету. Да? В Германии используют, нет? Да, вот я хотела сказать, вот по новым протоколам ремдесивир, то есть если более старых, там в августе месяце был другой протокол, там ремдесивир еще не рекомендовали, так как эффективность не была доказана. Сейчас уже есть как бы данные того, что ремдесивир все-таки более эффективный, показал свою эффективность при средней тяжелой степени, средней тяжелой степени, не тяжелой степени, средней тяжелой степени, да. То есть ремдесивир его уже рекомендует больным со средней тяжелой степенью. То есть это больные, у которых идет одышка, да, уже кислородное голодание идет, то им показан ремдесивир. По схеме дают первый день 200 миллиграмм внутривенно. И со 2 по 10 день дают 100 миллиграмм внутривенно, одноразово. Кстати, это вот больные... У вас уже дают мейкин, потому что... У меня больницы нету, потому что я вот смотрела в аптеке. Дело в том, что этот препарат, он только по Германии в нескольких аптеках имеется, потому да? Что Ему нужно заказывать. У них уже это ввели в протокол, он тоже тут сейчас с ковидными чуть-чуть работает, и ремдесивир, они его уже используют. Да, но у нас тоже, да, он нет. стоит уже в протоколах, он стоит уже в протоколах, да. Ну, хорошо. У нас, к сожалению, в наших протоколах этого препарата нет.
но вот я же говорю, компания Хетера его поставляет. Вы потом, Кингуль, пожалуйста, если вам не тяжело, вот я не знаю, в какой чат, Гулира, вы же чат какой-то есть, да, или нет, общий чат? Напишите. Айнура, вы можете мои могу... данные взять, в принципе, вот у наших девочек, у IT-специалистов, вы можете мои данные взять, и мы можем потом списаться. Обязательно, обязательно. Просто мне тоже очень интересно, и в этом плане, вот как в Германии у вас же клинические протоколы с хорошей доказательной базой, да? Да, у нас все основывается именно, причем там смотрят не только внутренние, да, исследования в стране, они собирают данные со всего мира, да, все исследования, это все анализируется, и потом уже они выводы делают какие-то, то есть... Ну, Айнура, есть переведенный немецкий протокол, у нас в Кыргызстане уже есть. Этим занимался вот этот Нурбек Монолов, они очень грамотно все перевели, мы это проверяли. Да, вот где его можно взять? Если хотите, мы можем это организовать. У нас есть этот протокол переведенный. Очень тоже. Очень хочу. Если я его передавала Бримкулову, по-моему. Я Бримкулову Нурлану Нургазичу передавала уже этот протокол. Вот переведенный на немецкий, да? Да, немецкий. Но я хочу сказать, что он уже старый, да? Это сейчас уже... Есть вот сейчас там перевели, это вот хессоновские ребята, по-моему, перевели вот этот новый. Когда? Вот в октябре который? Да, в октябре вышел новый. Надо, я спрошу мужа, должно быть уже. Гульсина, пожалуйста, версия. я буду вам очень благодарна и признательна, если вот как-то или на почту, или как куда-то перешлете русскую версию, ладно, этого протокола. Мне надо сравнить с нашими препаратами, хорошо, с нашим протоколом тоже, ладно? Ага, обязательно. Давайте Спасибо. тогда я позабочусь о том, чтобы вы обменялись контактами, или я могу пересылать Айнуре. Спасибо большое. Так, я хочу теперь... Есть вопросы еще? Есть вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Перед назначением вот, иммуносупрессоров, то есть дексаметазон мы же назначаем как иммуносупрессор в период цитокинового шторма. Берете ли вы какие-то анализы, к примеру, интерлейкин-6, там, фактор некроза опухоли, и коснулись протоколов, в том числе и российских, где каждый институт выпускает свой протокол. Хотелось бы спросить по протоколу МГУ, где нет антибиотика, и в качестве профилактики фиброза назначается колхицин и верошпирон. По поводу этого комментария ваш. Нет, мы интерлейкин мы не проверяем, и фактор некроза тоже не проверяем, да, как бы. Можно я верошпирон скажу? Мне это вот такая больная тема. Когда про верошпирон я прямо это начинаю вздрагивать. Еще раз повторяю вам. Верошпирон, его использовали только в экспериментальных условиях. То есть на людях это еще не доказано. Если только сейчас наших кыргыз на людях не докажут. Понимаете? Плюс верошпирон обладает также диуретическими действиями, что высушивает наших стариков. Пожалуйста, верошпирон не назначайте. До сих пор не доказано, что он антифиброзным действием обладает. Я, кстати, тоже искала литературу по поводу верошпирона, хотела посмотреть, каким образом он вообще на фиброз должен действовать. Вот. Я, к сожалению, вообще там патогенез нигде, ничто не нашла. Я не знаю, на основании чего он должен именно противофиброзным действием обладать. Верошпирон – это диуретик, да, это калиемсберегающий диуретик, у которого есть огромный побочный эффект, очень опасный, жизнеопасный побочный эффект. При нем, так как он является первое, то, что больной теряет жидкость, да, на высоте температуры больной так и так теряет жидкость. Если вы ему еще мочегонный дадите, вы его высушите, и он у вас просто умрет, да,
Плюс Да. калиум, да? То, что Плюс калиум, у него сжигающий. повысится калиум. Калиум – это опасно с сердечными осложнениями, да? Все, Да. он у вас умрет от остановки Нарушение сердца. ритма и все такое. Нарушение ритма, остановки сердца, да, то есть верошпирон очень опасное лекарство, да, если его назначать без повода, скажем так, да. Верошпирон ну, так как в Кыргызстане уже все подряд назначают, я бы посоветовала назначать больным, у которого есть сопутствующие сердечные патологии, у которого идут отеки ног, да, там у многих больных у них начинают, естественно, отекать ноги после того, как им начинают в больших количествах вливать раствор рингеров, из раствора им вливают, да, там все подряд вливают, потом, естественно, одышка увеличивается, отекают ноги, да, там тело вздувается, это все из-за того, и, естественно, там уже начинается отек легких, вот. У нас, Кстати, я считаю, многие больные, они дают отек легких на основании того, что их просто закапывают без причины. Если у вас больной сам пьет, 1,5 литра в день хватит. 1,5-2 литра в день хватит, да, если он в силе, в состоянии выпить столько жидкости в день, да, плюс это супы, чай и все такое, то не надо, пожалуйста, не надо никакие вливать ему внутривенно или еще что-то, да, вы просто ему легкие заливаете водой, и, естественно, он вам дает осложнение, еще грозное осложнение, это отек легких идет у него. Кстати, насчет протоколов МГУ и все такое, это был общий протокол, потом русские, они это еще более специализировали. Они некоторые вещи оттуда убрали. Мы видели такой протокол, где они, ну это еще летом было, вот этот МГУ, который сделал, это был вот где верошпирон и вот это вот все такое. Потом они добавили, что ну, увидели, что вот осложнения пошли и все такое, они сделали свой специфический протокол, который до нас не дошел. Да? Поэтому не надо ориентироваться на вот эти вот протоколы. По поводу колхицина хочу сказать, колхицин тоже очень опасное лекарство, да, оно вызывает такой грозный побочный эффект, это как почечная недостаточность, да, там может острая почечная недостаточность возникнуть на фоне приема колхицина, поэтому в любом случае колхицин не назначается, и то, что он противофиброзным эффектом, тоже нет никаких данных насчет него. Обладает. Да, он в основном как бы колхицин, непонятно почему, но его вот при подагре его перикардите вот его тоже чуть-чуть дают. Но это вообще не имеет значения к нашему ковидному аспекту, да? Еще вопросы? Да, вот еще есть вопрос один. Как вы относитесь, вот тоже много в социальных сетях были назначения, рекомендаций витамина D, цинка, значит, используется ли это в Германии? Я хочу, во-первых, узнать, да, спросить. И в каком периоде, скажем, постковидном, либо это в разгар это все дается, если дается, конечно. Вот. Ну, основные витамины, которые сейчас рекомендуют, это витамин С, витамин D и цинк, микроэлемент. Витамины мы никакие не назначаем. Во-первых, это всасываемость, да, доказано, что то, что мы принимаем витамины в таблетированной форме, там половина не всасывается, да. Во-вторых, витамин С можно, я уже раньше сказала, что его можно через продукты питания, да, овощи, фрукты, вот, это вам витамин С, восполнение витамина С. По поводу витамина D. Витамин D в Германии мы прописываем всем пожилым больным, у которых есть частые переломы, скажем, да, то есть это уже признаки остеопороза есть, да, то мы рекомендуем им витамин D пожизненно, мы им прописываем, да. Вот, в Кыргызстане витамин D можно, но не обязательно назначить больным, которым 60 и выше лет, да, там. Пожалуйста, молодым людям зачем этот витамин D, когда у них кости здоровые, да, и у нас полно солнца, то есть
нету никаких показаний, да. По поводу витамина С, он укрепляет сосудистую стенку, но если этот человек, он молодой, здоровый человек, у него так и так сосуды все интактные, зачем ему витамины еще дополнительно давать? Да, еще они там внутривенно давали. Да. Тоже вот вопрос, зачем, если можно и попить, если так хотят сильно, да? То есть Ну, деньги на ветер. Да, цинк, я вообще не знаю, какое значение имеет цинк. Цинк надо мясо есть, и все. Этого у нас достаточно, да? Что я хотела сказать? Да, вот по поводу витаминов, то есть это как бы лечение впустую, я считаю, и по поводу противовирусных препаратов, это тоже все пустышки, никакие противовирусные препараты при COVID, они сейчас доказано, что они не действуют, да, кроме вот ремдезивира, да, единственный вот препарат, который в данное время, он используется не только в Германии, но во многих странах, да, идет в протоколах. Вот, по поводу внутривенного введения, вот я сказала, раствор Рингера, да, физраствора. Если у вас больной, его поносит, если у него рвота, понос, то ради бога можете давать эти растворы, да, чтобы восполнить ему ОЦК, да. А так, в принципе, не нужно. Естественно, на высоте температуры можно, чтобы облегчить общее состояние больного, можно ему чуть-чуть прокапать физраствор, да, 500 миллилитров, например, можно ему 500, 1000 миллилитров здоровому больному, но всегда надо быть осторожным с пожилыми людьми. Пожилые люди очень опасные, да, если слишком много жидкости дать, то у них начнется отек легких, слишком мало жидкости дать, то у них почки откажут, да, поэтому, пожалуйста, осторожнее. И насчет вирошпирона, естественно, его вообще не стоит назначать только в... Да, и вот у меня вопрос сразу возник. А у нас в Бишкеке делают электролиты, вот это проверяется? Ни в одном анализе я, честно сказать, не видела калиум, натриум и все такое. Проверяются в Республиканской клинической инфекционной больнице, это делают, анализы крови на электролиты. В других больницах не знаю как. Ну, наверное, в реанимациях, наверное, делают, а вот в больнице в нашей делают. Потому что вот этого можно очень еще такой вопрос? По поводу фавипиравира. Что вообще в Германии думают по поводу этого препарата? Это вот, ну, российский аналог коронавир, да, он сейчас называется, его как запатентовали под названием коронавир. В России? Ну да, но это фавипиравир, тот, который японцы изобрели. Это который японцы изобрели и потом сказали, что он не действует, да, по-моему, это тот противовирусный препарат. Они сказали, да, я вот что-то не отследила это. Да, его в Японии использовали, потом доказали, что он недействителен, а российские, они дальше его используют. То есть нет, он не действует. Не действует. То есть в германских протоколах немецких нет, да, этого препарата? В немецких протоколах только ремдезивир. Только ремдезивир используется. Все, спасибо. Если вопросов нету, я бы вот хотела по поводу антикоагуляции, наверное, еще вот акцент такой сделать, да, потому что наши врачи, они, то есть у нас в Кыргызстане нету опыта использования антикоагуляционной терапии, да. Вот, антикоагуляционная терапия, она вообще назначается, показана всем больным, которые находятся на госпитальном уровне, то есть это лежачие больные, да. У лежачих больных у них очень высокий риск возникновения тромбообразования, да, поэтому им с целью профилактики, чтобы не было этого, им назначают антикоагуляционную терапию. В каких случаях назначают антикоагуляционную терапию именно при COVID? Да? В легких степенях тяжести, при легких степенях тяжести и у молодых больных, да, скажем, до 50-60 лет антикоагуляционная терапия не показана. Если больной температурит, но при этом у него нет дыхательной недостаточности, у него может быть пневмония, но нет дыхательной недостаточности. Антикоагуляционная терапия не показана.
советуете данному больному, он должен ходить, он должен, вообще все больные должны дыхательной гимнастикой заниматься, да, во-первых. Во-вторых, эти больные, они должны стараться немного ходить, хотя бы прохаживаться внутри комнаты, да, если нет дыхательной недостаточности. Вот. При этом антикоагуляционная терапия не показана. Антикоагуляционная терапия показана уже больным, у которых идет средняя тяжесть степени. Да? Средняя тяжесть – это уже когда идет дыхательная недостаточность сопутствующая. Да? И плюс факторы риска, то в этом случае вы можете прописать антикоагуляционную терапию профилактическую. Профилактическая – это вот Clexane берется в основном, так как у Clexane у него меньше осложнения в виде кровотечений, поэтому используется Clexane. Это 4000 единиц один раз в день, да, подкожно делают. Вот. Если нету под руками Clexane, то можно использовать гепарин. Гепарин используют в дозе 5000 единиц 2 раза в день или 7500 единиц 2 раза в день. Если больной у вас полный, да, от 90 килограммов и выше, то можно там уже 7500. При этом вы должны учитывать сопутствующая хроническая почечная недостаточность, да, при почечной недостаточности Clexane его или надо только половину дозы давать, или вообще нельзя давать, да, в зависимости от степени почечной недостаточности, да. И при гепарине нужно быть осторожным, потому что там очень часто возникает гепарин-индуцированная тромбоцитопения, да, называется так. Там обязательно надо показатели свертывой системы и тромбоциты проверять, когда вы гепарин назначаете. Потому что больной, он просто от кровотечения может у вас умереть. Вот, это вот профилактика, да. Сейчас еще используется Xarelto 10 миллиграмм один раз в день, это тоже считается как профилактическая доза Xarelto, да, это оральный антикоагулянт. Вот, там тоже риск возникновения кровотечения, он минимальный. Но там надо еще параллельно назначить ингибитор протоновой помпы, да, там омепразол, фамотидин, пантопразол, да. Вот, это что касается антикоагулянта профилактического. Если у вас больной тяжелый, да, то есть выраженная дыхательная недостаточность, кислород ниже 90, да, отекают ноги, да, то вы, в принципе, у нас люнгоэмболии, телу, да, телу вообще ставят на основании компьютерной томографии, да, тогда можно уже точно поставить диагноз. В Кыргызстане, к сожалению, этот метод обследования недоступен, поэтому мы можем телу ставить на основании клиники больного, да. Клиника больного – это выраженная дыхательная недостаточность, плюс рентген, рентген-картина, да, если есть рентген под рукой, да, плюс дедимер, да, если дедимер повышен во много раз, и вы видите одна нога отекшая, да, чаще всего одна нога, это уже тромбоз периферических вен, то в этом случае я советую уже назначать терапевтическую дозу, да, по-моему, по протоколам тоже, по нашим протоколам в тяжелой степени так и так терапевтическая доза антикоагулянтов назначается. Там у вас есть также препарат выбора, это Clexane, но тут Clexane используется по весу больного. То есть вес больного, скажем так, больной у вас весит 75 килограммов, это значит, вы берете 7000 единиц Clexane 2 раза в день колите. Вот. Если это гепарин, вообще гепарин в терапевтической дозе его дают через перфузор, да, ну, в Кыргызстане, по-моему, нету, да, такого. Перфузора у нас вообще нету, по-моему. Я права? Это есть только в этих, при химиотерапии, я видела в детской онкологии, но так наши, я думаю, врачи этим не умеют пользоваться в этих терапиях. Вот, по поводу гепарина я хочу сказать, что гепарин при теле, он эффективен только когда его даешь через перфузор. Там надо еще регулировать протромбиновое время, и в зависимости от этого капать, да, гепарин, 24 часа в сутки надо капать его. Вот. В Кыргызстане, к сожалению, это недоступно. Поэтому
тут получается единственный препарат, да, это вот Клексан. Начинать надо с Клексана, да. У меня даже других рекомендаций нету вот по поводу Телы. Вот. И лучше не надо, я думаю, потому что сейчас пойдет опять вот это лишнее, мне кажется. То, что было летом, вот, если помните, там начинали с Ксарельта, вот это 20 миллиграммов, и очень было много это кровотечения, осложнений. Да, по поводу, да, по поводу Ксарельта и Эликвис, использования Ксарельта и Эликвис, тут, то есть, если у вас идет клиника Телы, подозрение на Телу, скажем так, да, что вы можете с Клексан перейти на Ксарельту или на Эликвис, да, но в терапевтической дозе там схема такая, Ксарельта, он дается первые 3 недели, его дают 20 миллиграмм 1 раз в день, и потом после 3 недель 15 миллиграмм 2 раза в день. От 3 до 6 месяцев дают Ксарельту. 6 месяцев, да? Не 3 месяца, не 1 месяц, а от 3 до 6 месяцев надо продолжить. То есть, если вы начали терапию, то надо прописывать на 3 или 6 месяцев, в зависимости от тяжести заболевания. И Ликвис, сейчас по новым протоколам его дают 10 миллиграмм 2 раза в день, 7 дней, после 7 дней дают 5 миллиграмм 2 раза в день, также от 3 до 6 месяцев. Вот. Можно я задам вопрос? Какие рекомендации вы бы дали бы детям маленьким? Потому что на периферии, насколько я знаю, очень мало врачей именно по педиатрическому профилю, вот, и дозировки. Я лично не могу никакие рекомендации дать, так как у нас детьми занимаются только педиатры, и я там вообще руки прочь как бы от детей. Вот, по поводу детей я единственное могу сказать, что дети, они очень легко переносят в основном, да, 90% детей они переносят в легкой степени. Вот, поэтому там в основном те дети, которые были тяжелые, да, у них у всех были сопутствующие заболевания. То есть это были уже ослабленные дети. А у меня самой оба ребенка перенесли ковид, так что бессимптомно все было. Да, или, скорее всего, симптоматическое, да, у таких детей тогда. Спасибо. Вопросы есть еще? Наверное, уже все, закругляемся. Мы уже больше 1,5 часа уже, да? Есть пожелание, чтобы вы рекомендации вот по антикоагулянтной терапии как-то на русском языке нам выслали. Вот это вот от 3 до 6 месяцев, это для меня вообще открытие. У нас, по-моему, в этих протоколах не прописано, что так долго надо антикоагулянтную терапию. Ну, Айнур, это я вам сказала, что это идет уже лечение Теллы, да? То есть это не ковидное, да, нельзя путать. Это Телла, да? Это осложнение ковид, как Телла, да? Да? Все хорошо, да? Ну, видите, нет, вот посмотрите, Айнур, я здесь чуть-чуть отступление сделаю. Дело в том, что по клинике больного мы уже можем поставить ему Теллу, правильно? Если он у вас тяжелый больной будет, да, тем более у него там димер у него высокий, то я бы уже Теллу поставила, и я бы уже антикоагулянты 6 месяцев давала бы, если честно. Да. Вот я хочу еще немного сказать по поводу лабораторной диагностики, да. Вот, как я сказала, при легкой степени, да, в начальной степени COVID, то там лабораторная диагностика, в принципе, она не рекомендуется. Не надо брать кровь, не надо делать рентген. Рентген вообще не надо делать, да. На рентгене в первые дни заболевания вы ничего не увидите, да. Рентген назначает уже, когда температура держится больше 3-5 дней, то в этом случае вы уже можете рентген сделать, потому что у вас уже там будет, можно увидеть уже инфильтраты, да. Почему рентген, почему не компьютерная томография? Во-первых, вот на моем опыте все больные, которые у нас были с ковидом, там уже на рентгене были все инфильтраты видны, да, то есть там не надо делать КТ,
достаточно рентгена. На рентгене можно уже увидеть инфильтраты, да. Во-вторых, КТ дорого. В-третьих, КТ очень большая нагрузка, да, радиационная. То есть не советую ни с какой стороны, тем более молодым людям не советую делать, да. Это просто облучение, риск облучения огромный при КТ-обследовании. Тем более мы не знаем, какие у нас КТ-аппараты, они наверняка не современные. Вот, по поводу лабораторных методов обследования. Там нужен расширенный анализ крови. Как я уже сказала, соя или С-реактивный белок и плюс прокальцитонин. Почему? Плюс D-димер, да? Почему расширенный анализ крови? Вообще показатели COVID – это лимфоцитопения, повышение D-димер и прокальцитонин, да, если прокальцитонин у вас повышенный, то есть у многих больных у него может быть соя повышенная, но при этом прокальцитонин у него в норме. Это указывает на то, что инфекция вирусного характера, то есть при этом антибиотикотерапия не показана. Если у вас соя высокая, плюс прокальцитонин повышенный, то тут у вас уже идет бактериальное осложнение. То есть прокальцитонин – это показатель бактериальной инфекции. В этом случае вы можете свободно назначать антибиотик человеку. По поводу D-димер. Если D-димер, он вообще при ковидной инфекции, он повышен. Во-первых, он указывает на тяжесть ковида. Чем выше D-димер, чем выше у вас прокальцитонин, тем тяжесть болезни, прогнозы худше, скажем так, да. Во-вторых, D-димер вам указывает на наличие тромбозов в организме. То есть, если у вас D-димер 2 раза повышен, то уже это показатель того, что идет какой-то тромбоэмболический процесс в организме, да. В этом случае вы уже назначаете антикоагулянт в терапевтической дозе. Вот, ориентир. Да, для назначения антикоагулянта терапевтической дозы. Что еще хотела? Вот, и, естественно, было бы оптимально, если бы в лабораторный метод обследования входили бы показатели почек и показатели печени, почек, плюс электролиты, да, то есть, чтобы вы могли ориентироваться, в какой дозировке вам давать антибиотики и вообще какие лекарства вам назначать, да. Вот. Это насчет лабораторных методов обследования. Да, и что еще хотела сказать, тромбоцитопения – это тоже показатель воспаления. То есть при вирусной инфекции тромбоциты обычно снижаются, возникает тромбоцитопения. Вот. Вопросы? Ферритин не берете? ПТТ? Ферритин. Ферритин? Ферритин тоже показатель воспаления, но он будет повышен у всех, знаете. При острой инфекции ферритин он всегда повышенный. Да, больше вопросов нет? Интерлейкины вообще не берете? Интерлейкины мы вообще не делаем, нет. Так, и пару вопросов. Скажите, пожалуйста, персистирует ли вирус в организме? Первое. Второе, что скажете по поводу реинфекции? Персистирует что, извините? Персистирует ли вирус в организме? Что скажете по поводу реинфекции? Уже есть, да? По-моему, уже 2 случая. Реинфекции. Я вчера сдала снова анализы на COVID, потому что у меня сейчас в данное время есть симптомы. Естественно, и контакт с больным был. Посмотрим. Я вам завтра отвечу на этот вопрос. А вообще есть уже данные, что есть реинфекция. Сейчас уже есть как бы данные того, что антитела, которые возникают в организме, они не длительные, они сохраняются до 3 месяцев, да, ну, в зависимости от больного. То есть антитела, там пик идет, да, на 2-й неделе, на 14-й день, там идет пик, да, скажем так, повышение антител, потом они снижаются, постепенно снижаются, и к концу 2-3 месяца они уже исчезают, эти антитела. Но это не у всех, да, кому как повезет. У некоторых полгода сохраняется, вот. Ну, по-моему, не дольше. Это, по-моему, то же самое, что и при гриппальной инфекции.
Мне кажется, там еще модификация, наверное, идет, скорее всего, вируса. Такой Да, тоже. вот есть, появились ли новые штаммы, которые клинически проявляются не респираторными нарушениями, а вот абдоминальными. Но они То были есть- изначально. Изначально были и с абдоминальными симптомами, да, там понос там был, у некоторых просто головные боли, это не обязательно респираторные, он проявляется по-разному. Там же мультиорганное поражение идет. Кстати, да, признаки COVID это именно как отличить COVID от гриппа, да, скажем так. При гриппе у вас чисто идет респираторные нарушения. При COVID у вас идет не только респираторные, у вас тут и ЖКТ вовлечено, нервная система, сердечно-сосудистая система, да, почки тоже поражаются, да, то есть мультиорганное поражение идет. Поэтому даже на основании этого вы можете тоже как бы предполагать, что у больного именно COVID, а не гриппальная инфекция. Еще вопросы? И по поводу вакцинации, что скажете? Общей? Вакцинация от коронавируса. Вот сейчас Россия запатентовала 2 вакцины против Нурджан, вы коронавируса. вообще, вы в России, да, я так думаю, работаете или нет? Нурхан, да, извиняюсь? Нуржан. Нет, сейчас я... как Нурджан, там? вы в России? Вы в Нет, России нет, нет. работаете? Нет, А, нет. ну вот смотрите, последние данные из России, да, сейчас у них идет вторая волна, причем у них сейчас идет опять эпидемия, да, как вы думаете, вакцина действует их? Нет. Вот, все, вы сами ответили на свой вопрос. То есть то, что они вакцины запатентовали, мне кажется, они не действуют. И Нет, нету ну это же на данных законодательном никаких, уровне что они хотят действуют. ввести, чтобы прививать всех людей, На относящихся... данное время нет уровня доказательности того, что, да, это вот того, что эти вакцины именно действуют на данное время, потому что эти вакцины, они не прошли все стадии клинического обследования. Больше я ничего не могу сказать. Это и хотел услышать. Ну, в Германии сейчас у нас вакцинируют всех больных именно от гриппа. У нас идет вакцинация от гриппа и пневмококка, но в основном советуют всем пройти, но в основном, как бы, скажем так, в обязательном порядке это пожилым людям, людям с высоким риском, да, у которых есть хронические сопутствующие заболевания, грипп и пневмококк, да, 2 вида вакцинации. Вот, и персоналу, который работает в больнице, скажем так, и у которых контакт с ослабленными больными, да, это вот медицинские работники, медсестры, да, там, вот, им всем Врачи рекомендуют, да, ну вот, рекомендуют именно здесь мы вакцинацию. можем сказать, что это помогает. Я вам могу сказать. Я делаю это, я тоже была скептически к этой вакцине против гриппа, но уже который год я это делаю и, честно сказать, переношу легче зимой. Потому что мы контактируем с онкопациентами и все такое, и, в общем, это действует. Да? Ну, а этот коронавирус, эта вакцину надо, наверное, все-таки подождать, переждать и доказательную медицину просто не То стоит. есть все вакцины, которые разрабатываются, их 13 штук, насколько я знаю, они до сих пор все на стадии обследования еще идут. Нету ни одной вакцины, которая уже прошла все эти стадии обследования, в общем, исследования, получается, да. Еще вопросы? Biz ақырындап бүтүрөлү, себеби 2 саатка уланып кетип атат.